приглашенные коллеги. Мы рады приветствовать вас в уютном зале детской музыкальной школы имени Александра Кинеля на юбилейном концерте, посвященном творческой деятельности заслуженного работника культуры Республики Хакасия, человека с невероятной энергетикой, талантливого педагога и просто замечательная, милая и вечно молодая Мария Сергеевна Сафикова. Отмечаем юбилейный день рождения Марии Сергеевны. Мария Сергеевна, сегодня все присутствующие в зале пришли вас поздравить с днем рождения. И сегодня все самые добрые, теплые слова будут звучать только в ваш адрес. Ну, а в начале нашего мероприятия я хочу немножко рассказать о Марии Сергеевне. Наша героиня родилась в селе Анжуй. Начальный класс она закончила село Большой Бор, затем старшие классы заканчивала в школе-интернате Верташты, где не было музыкальной школы, к сожалению. Но вот желание выступать, петь и играть у маленькой Маши Тагановой это уже было детские годы. Они с друзьями собирались и устраивали друг перед другом концерты. Видимо, тогда уже внутри маленькой Маши бурлило такое творчество. И надо же было, конечно, это творчество выплеснуть. Но тогда, будучи школьницей, Машенька, скажем так, и не мечтала стать профессиональным музыкантом. Ну, так получилось удачно, я считаю, очень удачно. Мария Сергеевна после школы поступает в Абаканское музыкальное училище на подготовительное отделение по классу домра к замечательному преподавателю Валентине Дмитриевне Барсаевой. Валентина Дмитриевна здесь. После окончания, правда, там еще скажу, что вот год, как Мария Сергеевна мне говорила, 1 год довелось учиться у Павла Михайловича Кима, поскольку Валентина Дмитриевна находилась в декретном отпуске. Затем некоторое время все-таки маленькая мечта Марии Сергеевны сбылась. Она некоторое время пела в хоре под руководством Натальи Кирилловны Барановой. Это ансамбль «Жаргибы». Но с 1-го курса уже она уже стала играть в оркестре в ансамбле «Жарги» под руководством Павла Михайловича Кима. А в 1973 году Мария Сергеевна заканчивает учебу в Абаканском музыкальном училище и в этом же году поступает в Новосибирскую консерваторию имени Михаила Глинки по классу домра педагогу Валерию Викторовичу Владимирову. Успешно закончив консерваторию, Мария Сергеевна возвращается в город Абакан и начинает работать в музыкальном училище, преподает классы, естественно, домра, дирижирование и методика обучения на инструменте, да? Как назывался предмет. Но так получилось, что в годы перестройки Мария Сергеевна переходит работать на основную работу в детскую школу искусств. Это Национальная московская школа искусств. Проработала там 2 года и приглашена уже на основную работу в эту детскую музыкальную школу номер 1 имени Александра Кинеля. Директором тогда уже работал Геннадий Михайлович Лашкин. Я так думаю, он переманил ее сюда. И вот она с тех пор работает в этой школе, совмещая, конечно, с музыкальным колледжем и с Хакасской республиканской национальной детской школой искусств. Вот такая у нас Мария Сергеевна. Она как Фигара, и там, и здесь. И, конечно, у Марии Сергеевны, надо сказать, очень много выпускников. Я сегодня говорю, что я всех не озвучу. Все они приезжают, общаются с ней, и мы очень ей благодарны. Первые выпускники, это, которые работают по специальности домра, музыкальных школах, это у нас Валентина Тюкпиекова, село Аршаново, музыкальная школа. Ивановская Марина, Междуреченский. Чиндыев Юрий, тоже класс домра, работает в Горном Алтае, заслуженный работник культуры Горного Алтая. Марина Арбаева, это мы
лично я тоже их всех знаю, мои друзья, тоже работает в музыкальной школе. Челков Сергей, наш большой друг, уже народный мастер Республики Хакасия, который постоянно помогает нам, нашему коллективу, настраивает ремонт и даже дарит нам инструменты музыкальные хакасские. Руслана Николаевна Крыжинакова, которая работает в детской школе искусств. В Минусинске трудятся Тарасова Светлана, Иванишкина Ульяна, Крепежекова Людмила Владимировна, преподает в Абаканском музыкальном колледже. И Демешева Нелли Григорьевна, директор Аскизской детской музыкальной школы. Есть выпускники по классу Хомс. Майдагашин Василий, она сейчас учится в городе Санкт-Петербург. Акмашова Карина преподает в Москвской детской музыкальной школе. Козласова Оля учится в Бурятии в каком-то институте, точно не знаю. Сухтрекова Марина закончила здесь по классу добра, и сейчас она учится в Новосибирской консерватории, пошла по следам Марии Сергеевны, ученица, студентка 3-го курса. И многие-многие другие, которые работают не только в нашей республике, не далеко за ее пределами. Ну вот такая маленькая, скажем, биография Марии Сергеевны. А сейчас я хочу, наши там малыши уже глумятся, ждут. Наш концерт открывает квартет читханистов. Встречаем. Поскольку у нас основной инструмент читхан, поэтому мы наш концерт открываем квартетом. Надо сказать, что этот квартет уже имеет свои успехи. На последнем конкурсе межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой музыки они стали лауреатами третьей степени. А преподает, забыла фамилию, Чебадаев Роберт Серафимович. Произведение Александра Кузнецова «Мелодии Саяна». От Министерства культуры Республики Хакасия на сцену приглашается старший методист Республиканского методического центра Татьяна Александровна Гилюк. Дорогая любимая Мария Сергеевна,
Я вот сама лично поздравляю вас с днем рождения, я вас очень люблю. Вот, ну, как сегодня с такой вот ролью выступаю, что должна вас зачитать вам это благодарственное письмо от Министерства культуры. Министерство культуры Республики Хакасия выражает вам искреннюю благодарность за большой вклад в развитие национальной культуры Республики Хакасия, воспитание подрастающего поколения и в связи с 65-летним юбилеем. Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности, добра и благополучия. Министр культуры Республики Хакасия Светлана Анатольевна Охотникова. Словом на сцену приглашается ведущий специалист управления культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана Елена Анатольевна Махнева. Добрый день. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Очень рада присутствовать сегодня на этом юбилее. И по поручению начальника управления культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана позвольте зачитать поздравительный адрес. Уважаемая Мария Сергеевна, в этот праздничный день хочется выразить слова благодарности и уважения за ваш творческий и каждодневный труд. Вы связали свою жизнь с музыкой на протяжении всей трудовой деятельности, демонстрируете неординарные способности преподавателя, имеющего свой творческий почерк и подход к музыкальному образованию детей. Профессионально владея национальными музыкальными инструментами, передаете свое мастерство воспитанникам, увлекая их в гармонии, звуков, воспитывая в них музыкальную культуру, любовь к народной и национальной музыке. Желаю вам новых идей, перспективных проектов и талантливых решений при реализации намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и хорошего праздничного настроения. Здоровья вам и вашим близким, улыбок, тепла и всего самого доброго и светлого. От себя хочется сказать, прозвучала дата, по поводу которой мы сегодня собрались. Посмотрите на эту женщину. Ну, совершенно несовместимо, поэтому вот перед нами человек уникальный, творческий, самобытный, который своей энергией заражает и, ну, наверное, дает нам возможность жить, двигаться вперед, наслаждаться жизнью. Спасибо вам огромное, Мария Сергеевна, с праздником. Огромное спасибо Татьяне Александровне и Елене Анатольевне. А на сцену приглашается младшая группа ансамбля «Щелтезактор». У этого ансамбля тоже есть свои успехи. На межрегиональном конкурсе вот в апреле они стали лауреатами второй степени. Народный тахпак «Селищака» – красивый цветок.
депутата Государственной Думы Любовь Иосифовна Алешина. Дорогие друзья, здравствуйте! Вы знаете, сегодня такое знаменательное событие, когда мы чествуем самого скромного человека в Республике Хакасия, заслуженного работника культуры Хакасии, человека, который действительно прославил наш хакасский народ. И нам, хакасам, есть чем гордиться, потому что Мария Сергеевна была первым выпускником, который получил самое наивысшее музыкальное образование. Но мне довелось в жизни быть с ней, как говорится, щи из одной кастрюли хлебать. И вы знаете, вот только проснешься, а Мария Сергеевна уже играет. Допоздна, уже мы все спать хотим, а Мария Сергеевна, ну мы тогда говорим, Маша, ну перестань ты заниматься. И Валентина Дмитриевна Парсаева подтвердит, более трудолюбивого человека в музыкальном училище у нас, чем Мария Сергеевна, не было. Мария Сергеевна своим искусством, она своим мастерством, своим талантом потом обогатила наш ансамбль «Жарки», который представлял наше хакасское искусство не только в России, не только на международных фестивалях и конкурсах, которые были в рамках Советского Союза, но и в Бельгии, Финляндии, в Монголии. И играя в оркестре ведущие партии, конечно, все на нее равнялись. Но самое главное то, что Мария Сергеевна, этот замечательный человек, она сделала то, что никто не мог сделать. На сегодняшний день все профессиональные музыканты на струнно-щипковых инструментах народных, это все ее выпускники. И даже если говорить о мастерах, которые сегодня изготавливают наш хакасский инструмент, как четлан, комас, это тоже ее ученики. И она вклад внесла в развитие культуры не только Республики Хакасия, но и Республики Алтай, Кемеровской области, Красноярского края. Потому что вот на сегодняшний день это новый этап у нас в развитии музыкального искусства, когда дети играют не только соло, но и в ансамблевой игре показывают себя, но и в оркестрах. И поэтому Мария Сергеевна, заслуженный работник культуры Республики Хакасия, я думаю, что она достойна такого звания высокого, как заслуженный деятель искусства Российской Федерации. Мария Сергеевна вот это звание получила. И потому что у нее еще очень много знакомых, у нее еще очень много идей, и самое главное, сил и энергии для того, чтобы вот эти вот идеи, мечты свои воплотить в жизнь. На сегодняшний день Мария Сергеевна, она действительно гордость музыкального искусства Республики Хакасия и хакасского народа. Дорогая наша, да сбудутся наши мечты. Слово для поздравления предоставляется директору музыкальной школы имени Александра Генделя Геннадию Михайловичу Машкину. Добрый день, дорогие друзья. У нас в нашем зале уже на этой неделе второй юбилей. Замечательные люди к нам приходят, мы очень вам рады всем. Вот. Я о чем подумал? О том, что сегодня ночью был звездопад. Выпало большое количество звезд. Я подумал, не к нам ли они все выпали на нашу сцену? Потому что такие замечательные дети, Мария Сергеевна, особенно последние годы, наверное, лет 10, такие потрясающие успехи. Вообще с Марией Сергеевной мы познакомились, когда приехали в Абакан, это году будет ровно 30 лет. Мы жили в одной секции, и всегда Мария Сергеевна отличалась такой мощной энергетикой, причем позитивной энергетикой, не какой-то разрушительной, а именно созидательной. Именно благодаря этому Марии Сергеевне удалось воспитать такое количество
учеников и создать замечательные творческие коллективы. А в этом году я с удивлением обнаружил, что у нас в школе, оказывается, здесь оркестр хакасских национальных инструментов. В общем, что хотят, то творят. Вот. Что я хочу сказать, Мария Сергеевна? Вы с тех пор за 30 лет совершенно не изменились. То есть вот как 30 лет назад была, такая и осталась. Такая же здоровья, счастья, всего самого лучшего. Ну а чем можем, поможем, это вам всегда. Сегодня озвучили все места работы Марии Сергеевны, да? Но ей никто не запрещает, но как бы вы видите, что вот даже в одной школе, при том, что у нее сколько классов человек? Сколько у вас классов человек? 22 человека класса, представляете? Она еще работает и в колледже, и в Хакасской национальной республиканской школе искусств, и в нашей школе замечательно везде работает. Поэтому здоровья вам и творческих свершений. Наш концерт продолжает дуэт хамысистов Алиса Баргаякова и Саника Троякова. Концертмейстер Елена Александровна Живинова. Лауреаты всяческих конкурсов. На последнем конкурсе
Ким. Тут Пайрам. Заведующий отделением народных инструментов детской музыкальной школы имени Генеля Веру Владимировну Лашкину. Дорогая Мария Сергеевна, мы знаем друг друга 30 лет, как мой супруг уже сказал. Вот. А работаем оба, лет, наверное, около 20, да, где-то 18 лет. Работаем вместе, в одной упряжке. Вот. И я всегда поражаюсь вашему огромному трудолюбию, вашей любви к своей родине, любви к своему языку. Как замечательно Мария Сергеевна говорит на хакасском языке. Я тут недавно передачу посмотрела, ни одного слова не поняла, но, вы знаете, прям так здорово, прямо очень Мария Сергеевна любит свою родину, и это отражается в ее творчестве. Очень много детей занимается в классе постоянно на хомосе, на читкане сейчас уже появились дети, и организовался оркестр хакасских инструментов, что очень здорово, что в нашей школе появился такой коллектив. И мы будем всячески помогать вам, Мария Сергеевна, поддерживать вас. И я надеюсь на то, что мы еще очень-очень долго будем вместе работать. Тоже передать поздравления от своих коллег, коллеги нашего отделения. И вот чтобы вот эта вазочка, которая у вас в классе будет, цветочки к ней, конечно, вот, чтобы она о нас напоминала.
Забайкальской республиканской национальной детской школы искусств. Приглашается на сцену директор Александра Александровна Шаренко, заместитель директора по учебно-методической работе Ирина Алексеевна Тумжинова, ученица Мария Руслана Николаевна Жидакова, уже со своим учеником Русланом Прибывкиным. Вы действительно обладаете, знаете, таким геном успеха. И на самом деле я у Марии Сергеевны тоже мне довелось поучиться по классу дирижирования. Всех своих учеников, вы знаете, вы передаете этот ген успеха. И в будущем, кем бы они ни стали, докторами, музыкантами, экономистами, юристами, я считаю, все они пойдут по жизни с успехом. И вот, когда я пришла работать в 2015 году в детскую школу искусств республиканскую, знаете, ноги, руки тряслись, так было страшно все, потому что думаешь, там такие заслуженные всяческих регалий, там и культуры, и искусства, педагоги. А на самом деле такие педагоги, они наоборот большие профессионалы своего дела, они наоборот поддерживают и дают силы тебе в работе. Поэтому, Мария Сергеевна, большое спасибо, что вы меня поддержали. И в том же 2015 году наш ученик Юра Шалгинов, ученик Марии Сергеевны, вот они поехали на наш очень такой высокого уровня профессиональный конкурс «Всероссийские молодежные дельфийские игры». Это действительно очень серьезный конкурс для нас, для музыкантов. И там они завоевали, в 2015 году они завоевали диплом, специальный диплом в общем, за народную музыку. А в 2016 году, когда они с Юрой поехали в следующем году, руки не опустили, поехали, они завоевали золотую медаль на Всероссийских дельфийских играх. Поэтому, Мария Сергеевна, вам большое спасибо. И еще, знаете, вот я вот читаю, какими бы регалиями женщина не обладала, какими бы там вот заслугами, каким бы она ни работала, на самом деле предназначение каждой женщины – это быть матерью. И вот, Мария Сергеевна, у вас очень красивая, прекрасная дочь, и я от нашей школы желаю вам и всем вашим близким здоровья, всем вашим близким и любимым людям. И еще, чтобы многие-многие лета мы с вами работали вместе. Шутка.
взращивать своих детей, поэтому вот Руслан Прибытко, как внучок Марии Сергеевны, будет, может быть, тоже музыкантом стать, творческим человеком. И вот хочу сказать спасибо и Ольге Георгиевне, что вместе с Марией Сергеевной и Любовь Васильевной, что как бы мне дали дорогу на музыкальный путь и дали образование хорошее, и я благодарна вам. На сцену приглашается председатель Союза композиторов Республики Хакасия, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, наша уважаемая Татьяна Федоровна Шалгинова, наш вдохновитель.
юбилеем. Как много у вас детей, Мария Сергеевна, каких талантливых детей вы взрастили. Вы настоящий мастер. А мастер – это всегда школа и ученики. И я думаю, что нам можно с гордостью сказать, что у нас в Хакасии создалась школа теннисистов. Школа игры в теннисе, благодаря создателю Марии Сергеевне Сахаровой. Машенька, я очень хочу подарить вот этот букет твоему педагогу, который воспитал тебя такую замечательную. Я хочу подарить этот букет и пожелать здоровья Валентине Дмитриевне Барсаевой. Благодаря вот вашему таланту, вашему вниманию, национальным кадрам, в то время, когда не было еще национальных инструментов, в музыкальном училище не было таких классов, где преподавали наши национальные инструменты. Но благодаря вашему вниманию к национальным кадрам, что вы воспитали такую девочку прекрасную, которая смогла поступить в Новосибирскую консерваторию, закончить высшее учебное заведение и вернуться к нам на родину сюда. И мы с Марией Сергеевной, помню, давали концерт замечательный, и вы приходили, нас курировали, подсказывали нам. Я это очень хорошо помню. Валентина Валерьевна, что-то вы, может, хотите сказать? Я хочу сказать, что, дорогая Маша, для меня она представляет, сколько лет, все время у нее уже свои внуки, папа, твоя маленькая моя, я горжусь тобой. Я очень рада, горжусь тобой, и очень рада твоим выступлениям. Вот Руслан так хорошо сыграл, молодец. Вот такие вот выпускнички теперь видите, достойные. Я очень рада. Спасибо. Дай Бог тебе больше здоровья тебе, сил, выносливости. Вот приятный какой результаты такие. Девочка пришла без музыкальной грамоты совершенно ничего. Ни одной ноты, ничего не знала. На подготовительную, 2 года на подготовительную получила. 4 года учились, все достойно. Вот действительно говорили, вот она действительно, ее не заставляет. Она сама такая упорная, трудящаяся, любимая. И всю жизнь она вот Машенька. И вот Машенька выросла. А теперь я вот послушала. Спасибо. Ой, чистый, хороший, технически все они хорошо. Молодцы. Так что я тебя поздравляю, прямо молодец. Спасибо. Маша, мне хочется, чтобы ты все-таки раскрыла мне секрет. Вот ты знаешь, мне кажется, ты живешь в каком-то другом измерении, у тебя время течет по-другому. Потому что как можно так успевать?
преподавать и в школе, и в другой школе, и в училище, создавать колледжи, да, и руководить, какое-то время руководила оркестром национальных инструментов. Ну как у тебя получается? Скажи, ты спишь вообще? Это свое время однажды тоже Павлович смеется и говорит, я на полсуток пробежала. Я говорю, Павлович, я бегаю по расписанию. Я живу просто строго по расписанию. В 8 утра начинала занятия, и это все остальное складывается. Ну, я замещала время на оркестр, в колледже я просто замещала, когда не была Владимировна, моя ученица была в отпуске. Я вернулась, вот я в нынешнем училище, пока не работаю. Ну, правда, в институте немножко специальность теперь веду. Они были рядом. Поэтому, ну вот, бегаю просто по расписанию. Да? У нас будет, может быть, меньше работы, и тогда мы с тобой будем общаться. Мне очень хочется с тобой общаться, я жалею, что мало времени мы с тобой можем вот поговорить о жизни, да, о том, вообще, где берутся силы, потому что ты, Алып, женщина, богатырша наша хакасского народа. Я тебе желаю здоровья, да. Если кто не знает, я посвятила концерт для Холмса из 3 частей, концерт крупной формы, посвятила Марии Сергеевне Сараковой. Сегодня ее уже защищать честь, музыкальную честь нашей республики. Куда они поехали? Кубок Поволжья. Это международный конкурс, который проходит в городе Казани. Да, Казань. Он поедет снова побеждать. Мы будем надеяться, он там будет исполнять снова концерт, посвященный Марии Сергеевне. Да, вторую часть будет. А полностью первую и вторую часть, да. Вот, так что мы пожелаем ученику Марии Сергеевне Юрию Шапинову победы, так, чтобы мы могли, да, гордиться нашей музыкальной культурой, что наш народ любит говорить не просто словами, но он еще может выражать свою душу звуками. Наш концерт продолжает старшая группа ансамбль «Чудес».